Радуга детства и Березка приняли первых воспитанников. Сразу 2 детских сада открыли в Сунже. Для города это серьезное событие, которое прошло при участии главы региона. Дошкольные учреждения рассчитаны на 220 малышей каждый. Их строили в рамках национального проекта «Демография». На торжественной церемонии открытия побывала Амина Бокова. В Сунже сегодня двойной праздник. Сразу 2 детских сада открыли свои двери для самых маленьких жителей города. Будущие воспитанники садика «Радуга детства» встречают гостей концертной программой. Ребята разучили танцы, подготовили песни и стихотворения. Все они посвящены долгожданному саду. Здесь недавно тук-так-тук раздавался стройкий звук. Сад красив со всех сторон, для ребят построен он. Мамы за руку сегодня привели нас в детский сад. И сегодня ребятишек в детский садик встретит рад. С самыми маленькими этот праздник разделяют и почетные взрослые. Глава Ингушетии Махмут Али Калиматов поздравил горожан с новым дошкольным учреждением и отметил, что доступность дошкольного образования для детей является одной из приоритетных задач, поставленных президентом в России Владимиром Путиным. Сегодня мы открываем в этом году 4 уже, да? 4-й уже детский сад. И знаете, какое счастье смотреть на воспитанников детского сада. Вы знаете, самое главное, что через 10 лет или сколько-то еще у вас будут воспоминания, когда все вы вместе, сидящие здесь, будете смотреть фотографии и вспоминать свое детство. Это настолько счастливый момент, что в теплом сегодня, раньше, я насколько помню, было в Сунжском районе 2 детских сада, я имею в виду в столице. Представляете, сегодня мы открываем такие прекрасные, теплые, светлые здания, которые нам сегодня финансово около 160 миллионов рублей нам выделили для того, чтобы построить детский сад на 220 детей. Я рад видеть, я так понимаю, воспитатели, директор детского сада. Вы вложите всю свою душу в этих детей, все свои знания детям. Яркое здание, красивая мебель, разноцветные стены со знакомыми персонажами мультфильмов. «Радуга детства» полностью оправдывает свое название. Детский сад рассчитан на 220 мест. Здесь предусмотрели все необходимое. Аудитории для групповых занятий, комнаты для сна и отдыха, физкультурные и актовые залы, медицинский кабинет и пищеблок. Все оснащено с учетом передовых образовательных стандартов. Ну а главная гордость – опытные воспитатели. Роза Полонкоева – преподаватель ИЗО, племянница народного художника Ингушетии Мурада Полонкоева. Собственноручно девушка украсила стены в детском саду. Ей уже не терпится поделиться опытом и знаниями с малышами. Я работала в школе преподавателем изобразительного искусства. Я оформляю также детские сады, школы, госучреждения. Я сама художник. И, соответственно, надеюсь, научить детей тоже творчеству. У нас будет кабинет творчества, и также будут разные виды изобразительного искусства. Это лепка, аппликация, письмо, рисование. Это далеко не все удобства, созданные для ребят. В скором времени здесь появится и шахматный класс. Также ребят будут учить языкам. Я планирую открыть кружок английского языка. Обязательно они будут изучать свой родной язык. Тоже будет кружок изучения родного языка. Я думаю, именно на это сейчас больше акцентируют, потому что свой родной язык дети должны знать все. В торжественной обстановке в Сунже открыли и детский сад «Березка». Он также рассчитан на 220 мест. Махмут Али Калиматов отметил, что с открытием 2 объектов дошкольного образования республика стала ближе к решению проблемы с очередностью в детские сады. В настоящее время количество очередников в Ингушетии составляет более 5000 человек. Далее глава республики осмотрел условия нового дошкольного учреждения. Что закончили?
экономическое и А у вас? я закончила колледж, гуманитарный колледж, преподавание начальных классов. Начальник класса, да? Ну, в общем, знаете, что преподавать ведь, да? Пищеблок, медпункт, просторные спальни и кабинеты. Глава региона отметил хорошее состояние и оснащение детского сада. А самое главное, новым учреждением виновники торжества дети очень довольны. Особенно их радует дизайн здания. В двухэтажном здании детского сада создана вся необходимая инфраструктура для всестороннего развития малышей. Игровые комнаты, спальни, пищеблок, классы занятий танцами, изобразительным искусством, спортзал. Правда, сегодня в кружках и кабинетах пусто. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции большинство ребят остались дома. Точная дата, когда дети начнут заниматься в саду, пока неизвестно. Все зависит от эпидемиологической ситуации в республике. Напомню, что до конца 2020 года в Ингушетии дошкольные учреждения общей проектной мощностью более 2000 посадочных мест откроются в Назране, Карабулаке, Гамурзиево, Плиево и Али-Юрте. Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24.